прямом эфире программы «Новости», в студии Луиза Хатуева, и вот чем запомнился уходящий день. Ансамбль «Нохчу» готовится отметить свой 25-летний юбилей. Глава республики посетил репетицию государственного творческого коллектива. Праздник всех мусульман. Завтра начнется священный месяц Зуль-Хиджа. Их работа и опасна, и трудна. Патрульно-постовой службы МВД России. Мой праздник, он праздник страны. Свой профессиональный праздник отмечает патрульно-постовая служба России. Каждую пятницу верующие собираются в едином джамаате, чтобы исполнить свой религиозный долг. Глава Чечни вместе со своими соратниками совершил русба-намаз в мечети имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничный коллективный намаз – это возможность встретиться с братьями по вере, укрепить родственные и дружеские связи. Кроме того, он служит искуплением за грехи мусульманина, совершенные им в течение недели. Муфти Чечни Салах Межеев в своей проповеди напомнил верующим о том, что до главного праздника мусульман Ид аль-Адха осталось 10 дней. Мусульманам в эти дни рекомендуется держать пост. Кроме того, начинается священный месяц Зуль-Хиджа. В это время верующие должны совершать благие дела и просить о прощении грехов, а также восхвалять Аллаха и читать салават пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Отчая шол дик амал хок бюсен шкая шол амал санна Аллахан духиеша бюсен шмаятсон элсу билгалина Зуль-Хиджат бета халхар ит бюсюш. Яра вай бусубне шачах долш до Зуль-Хиджат бата тахар бут буер шитлох бут буер бусубне шерц тибош бол бута Мухаррамул Харам бош бол бут бу ака дела مصو ويدعبوخش بول شكوك زرخ ويشول شول عمل زرخ ويدنيا شدعوش طول داخر سنة مصو مهتع وينجش دغيرش ويخيغتن بغيرش ويجوجغت شو تصدغت غيرش ويلسمن شو دغت غيرش خلرا ترى دا المونستنون الشير Zul-Hijjat بو تشق بول شيء محرم الحرام حبول شيء حارم بتنش شبوتنس بندل شو تشق دول شخنا عبادة يعصولها شدولش عبادة يعصولها وشرع عدينش قنوش تحون جيش درندوح قنوش دوتشا حق شرشر أروالي ترندوحا يرغربان بوت تحرانيس باش أقبات شو حجلدش أقبات شو عرفات يحلبول ناخ ديلي جيش دردوش غربان يشول شلومانج غربان يش أستايبنا ناخ ديكن يعصو بوخشا سوتر بوخشا أستايبنا شاريز والش عملت ناخ نسبش هون جشتن دوها إيش نستينا بودا. По завершении проповеди имама прозвучала икама, призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили джума-намаз. Молитва завершилась многократным восхвалением Всевышнего, обрядами тасбих и вир. Нет таких дней, благие дела в которых Аллах любил бы больше, чем в этих 10 днях. Так говорил посланник Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. Первые 10 дней Зуль-Хиджа в исламе считаются особенно священными. Это время принято проводить в усердном богослужении и отказаться от всего плохого. О достоинствах месяца расскажет Хамзат Аюбов. Особый для всех мусульман первые 10 дней Зуль-Хиджи Саид Ахмед Дудаев встречает как самое счастливое для него время во всем году. В этот период мужчина, признается, чувствует не только душевное, но и физическое спокойствие. Больше времени проводит в мечети и старается делать максимально большее количество добрых дел. Основная проблема в организме человека от негативных сигналов от головного мозга. От негативных сигналов от головного мозга, от материальных, от мирских вот этих проблем. Охдинашка и негатив, да, квартиры дадак, декчура дадак, док порт, işte мичавела, цавела, новела, аравела, издинашка, адел хастен деш, доадешули.
دا قبل دو اسم دينش كا أت يز إتبيس أت دز إتده ويدال دلله تند خم بيز وي دال بوغدش عبادة دش. По словам богослова, в месяц Зуль-Хиджа следует начинать с искреннего покаяния, твердого решения не упустить эти дни напрасно и отдаления от всего греховного. В мечетях республики в священные дни одного из самого высокочтимого месяца у мусульман заметно больше людей, особенно в ночное время суток. الله دالا چاقويو دويبو حق ذو الحجة حلخر ات بيسي يزخل ريح تاق تو ات بيسن يقاح عرفات بيسايو عرفات ديدو عرفات دينا مرقة بجميل ولا حلخ طبعا انواش شرق انواش تحت ادو شرق انواش دال جشت دال اتول دالا دزدين ددو تول صونها حق ات ديناح ذو الحجة حلخر ات ديناح مرقابر ساعداقر قينت إروالر مصو أغور ديل ريز والعملير تأخذ يز يق ليرين يسين حخيندو. Зуль-Хиджа является одним из 4 запретных месяцев у мусульман. В это время Всевышний запретил войны, конфликты и кровную месть. А особую ценность в Зуль-Хиджи представляют первые 10 дней. На них приходится Великий день Большого Паломничества и День жертвоприношения. دين وش مداس يردين وش سنة دل جرجع شين شو عدين دل عبادة عمله يزغر وشيلره يلشن أصحاب شخات ترسين كيديل يلش شاش ويز داخش دل كي غازوات ديل دين داخش إلر داش داخش دل كي غازوات دات أتصل دزا إيش تشيز داخش دل غازوات مداس دزا نجح سنة ونخ شي ديغتا دهن سائرة بالله تعقل هنا ديل قويل ويرزن واسع قيش حديثا يلش مدال شاغية بحتر مارش وتلزا دال دو فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إشتا يز عمل أتشوح ينق خلش خلشي إيش دقة باغلش سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أدين أشكها مرقى برأة ديل حق ورأة إشتا ديل ريز ولو عمل حساوى لر دكنا حساوى لر دل جرجها يزي عملوزة سيلة عملوزة. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, засвидетельствовал, что первые 10 дней Зуль-Хиджа – лучшие дни на этом свете. И поэтому для каждого мусульманина важно отнестись к этому времени с большим уважением и подойти к нему в поклонении Создателю. Хамзат Аюбов, Макка Татаева, Адам Чекуев, Алаш Аздамиров. Новости. На 79-м году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. Он возглавлял республику с 1990 года и до последних дней оставался бессменным лидером. В стране объявлен 3-дневный траур. Соболезнования узбекскому народу выразил и глава Чечни. По воле Всевышнего Аллаха завершился жизненный путь президента Узбекистана Ислама Каримова. Я выражаю соболезнования узбекскому народу, семье, родным и близким Ислама Абдуганиевича. Да смилостивится Всевышний Аллах над ним. Пропаганда здорового образа жизни всеми возможными методами. В Чечне состоялся мотопробег представителей регионального отделения Всероссийского мотоциклетного клуба «Ночные волки». Его возглавил почетный член этой организации Рамзан Кадыров. Свой путь колонна начала с Грозного. Проехав несколько городов и районов, мотоциклисты добрались до Центароя. Передохнув, а также дождавшись остальных, наездники железных коней снова вышли на дорогу, но уже обратно в столицу республики. Напомню, клуб «Ночные волки» является одним из самых первых сообществ, созданных в конце 80-х годов и получивших всеобщее признание как самый крупный и независимый клуб со своими традициями. Ну а региональное представительство в Чечне открылось только в мае прошлого года. Для этого в Грозный лично прибыл глава клуба Александр Хирург Залдастанов. Тогда первый жилет мотоциклистов в торжественной обстановке вручили Рамзану Кадырову. С тех пор ими проведено множество благотворительных акций и заездов. Ну а этот мотопробег завершился там, где и начинался, в Грозном, ближе к ночи.
Глава республики встретился с коллективом государственного ансамбля песни и танца «Нухчу». Поводом для беседы послужила деятельность коллектива и совершенствование его творческого мастерства. Кадыров отметил, что каждый артист – это лицо чеченской культуры. Именно он посредством танца несет в массы традиции и обычаи народа. Поэтому важно, чтобы деятели искусства были без преувеличения примером и образцом для подражания. Глава региона также заявил, что в руках артистов находится большая сила, которая не знает границ. Коллектив так мухал вещь. Ши коллектив цун статус лахалилах дона цун ши дага и цун моссу мнач охи тису цун дона. Хорма так шайни коллектив хуршац, отряд хуршац, войска хуршац, министерство хуршац, изучать. Ахватив стаги иннил статус и уважение отношения хуршац дона. Ши нихшан хадаллах жуд берешки гинадо жудона. وهي почти совсем я алам говорю, что это очень дойшло. Сейчас коллектив гад багию на то. Да, у нас собран дош, сна ваш юрам хад буда, и мана бош хлеб и так далее. Там я мусим это так мухор. Да нас сола сна осмет сна осмал осмет бош хлеб и так далее. Шундар атубо, ида даруа. Да, муладо. Асдин шозо хозо шорас камел дена да. Что там на новый уровень, how do you do? Daar dan status religieus, daar wordt binnen de ons gelderheid afgesproken. Dat plaats het wordt zie primair en zo daar is die zo dan. Niet maar hier zie dan. Daar als je nu aan dan, wij doku dan, wij dat je aan wordt doku na was een odesh na was dus hadden we عندنا مصر عن سون هم تقل دوش هم نغلب وقت يزمك شو لسنا. الهم دار خاصة بق سن يخل دار خاصة بخاش ولا دار دي كان صور كردان دار خاصة بقوي داشين جدي شيء هل شدان خدوق ولدي كلا دانا بعض يخل لسنا. شيء دول بيت دانا موق ويبو وهو أون كنتي وزدان نخيدو شو دان وبيتصدق له ده دان. أش أون قاعد ريبيتيت حاجه ريبيتيت شو حاج قاعد له اطلع احد مش لسان كده اش حيوك شو قدر ده ديسك دان فورتين دو تانيت ما خدو دانه اس خوتين ولشن بي دان يديش لو شنو بيت ما خدو دان روربو جو دان حاج مثلا تان سحكيت شو تو سمو دو فوتشنا انما نوجه انتريسن دو دان عشان سوشيال بيسن ده كده وبنعمل كيرا دوك دان ولا بصوا أول كيش كيف رفع خلق لي حش خلش أخوي دوان خلق لي بيزن بغيت بيز كوي دوان وين جينا دوان وش لك وين دوان خلق مو دوي خلق دوان وين تعلمون كوتس كيف ما ده وين يلوش تك دوان أويت أخ لو جي وين خلق لي مو خلوي دوان حيلا تسن بيحصل راح تسن خلق خوش داس دوان خلق لي أعمل كوتس كيف لردش تحكي عاي حين تو والله تو لون داس دوان الأرديش ويخلها الأرض ديش دو ويخلها ويعمل والأرض سياح ويكون معك رئيس وإذا هذا عندهم يسقوش دون عرب ولي دون شالو أشيل أش ناخذ دون وديش علىها ناخذ دون لوزر دو ولي زدري تجري بقيت خلا يورجو دون حير بولي كل دون كاش أردوش متع نار وليدوش متع يخلها دو كدو شو الهستوري دون خايشو دون مش خلق الهورد شون لاتستل دوشلو دون ميل دوشلو شون فين ديسن دوشلو شاديك شون هورنا خايش بس أصبرني عن خلق الداس عاديش دي ويخلق يشتغل ديشتو ويخلق يشتغل بوشلو ناهم يوقع الشاش زاوت يعني شو عم بيشولا ناهم أبوه صوت دي فندوش بس. Кадыров отметил, что культура по-прежнему остается одной из главных сфер развития региона, поэтому ей, как и прежде, будет уделяться особое внимание. Позже глава региона посетил репетицию ансамбля. Сейчас творческий коллектив активно готовится к своему юбилею, 25-летию, и репетирует ряд новых постановок.
Очередная провокация. Одна из международных правозащитных организаций опубликовала доклад о Чечне, в котором говорится о нарушениях прав человека в регионе. Любопытен тот факт, что подобные статьи опубликовываются в канун важных событий в республике. Однако вновь в ход идут старые методы и избитые персонажи, которых авторы доклада называют жертвами режима. Что они преследуют и как эксперты относятся к подобным заявлениям псевдоправозащитников, разбирался наш корреспондент. Human Rights Watch, одна из самых крупных международных правозащитных организаций, накануне опубликовала доклад о Чечне, уже по знакомому всем западному сценарию. Речь идет о том, что в республике якобы все плохо. Нарушаются права человека, людей пытают и похищают, о честных выборах говорить даже не приходится. И, как предполагалось, материал не содержит в себе ни одного доказанного факта. Одни слухи и домыслы, причем из сети интернет. Не указана ни одна фамилия из 42 жителей региона, на интервью которых якобы и был составлен данный отчет. В мире существует огромное количество точек, горячих, может быть, мест, где защита прав человека очень востребована. И даже в сегодняшний момент мы можем взять Ближний Восток, где это сейчас тема как никогда горяча. Мне кажется, что международным организациям, правозащитным, нужно все-таки больше внимания обращать туда, на те места, а не идти по накатанной, как им кажется, дороге и обращать свое внимание на Чеченскую республику. Опять же, мы прекрасно понимаем, что когда мы говорим Чеченская республика, что если кто-то пытается раскопать какой-то негатив в Чеченской республике, то он бьет, собственно, не по Чеченской республике, не по главе Чеченской республики, он бьет именно по Российской Федерации. По словам авторов доклада, одна из таких жертв режима – Рамазан Джалаладинов, житель Кинхи, ставший известный своими необдуманными заявлениями, которые оперативно подхватили некоторые СМИ и международные правозащитные организации, финансируемые из-за океана. Рамазан утверждает, что во время того инцидента ему названивали представители самых разных организаций и информагентств, задавая провокационные вопросы. И он не пошел на контакт с ними, понимая, что его просто хотят использовать, взяв за основу его поспешные высказывания. В настоящее время Рамазан спокойно живет в родном селе, готовится к новоселью и торжественному открытию обновленного муниципалитета. Эти правозащитники из европейских стран меня тогда тоже предложение сделали, со мной замкнули, со мной разговаривали. Они в своих личных целях пользуют народ, таких как я и другие. Если они хотели бы уладить это все, это совместно и с властями, сел бы и уладил бы это все. Они цепляют одного такого-то дурного, одного грамотного, заменивают деньгами, со всякими европейскими там все обещают. Но я же разговариваю с теми, которые в Европе ушел. Они предлагали, я не поехал. Я 100% узнаю с теми веков, как это рассказываю людей, как жили мои предки и живут. Они все упираются на свою власть, в своем республике, в своем регионе. Что собой представляет сама Human Rights Watch? Неправительственная правозащитная организация, которая мониторит и якобы расследует факты нарушения прав человека. Работает в 70 странах мира. Штаб-квартира находится в США. Финансируется правительством той же страны. Однако, как утверждают эксперты, организация преследует вовсе не те цели, которые обозначены в их уставе. Human Rights Watch – самая мощная в мире правозащитная организация и с очень большими ресурсами. Она себя зарекомендовала, однако, двояко. Первая сторона, ее официальная сторона, это поддержка интеллектуальных людей, которые занимаются правозащитой, и в том числе защита прав правозащитников. Вот основная деятельность Human Rights Watch. Есть вторая деятельность. Она немножко другая. Прежде чем войти в страну, НАТО или Соединенные Штаты проводят там определенную работу, то есть подготовительную, инновационную, пропагандистскую. Так, одна из этих целей, один из инструментов, это и есть Human Rights Watch. На нем много крови. Еще один горе-докладчик, уже известный всей публике своим богатым воображением, Илья Яшин. Его статья о криминальной России, по мнению оппозиционера, должна была повергнуть в шок добропорядочных граждан страны, а на деле снова вызвала одни насмешки. Знаете, просто уже смешно то, что он пытается нас напугать со своими докладами. На самом деле это то, что было еще тогда, это все кануло. Он немножко путает время. То, что было во времена боевых действий в Чеченской республике, мы в этом участвовали. И Яшина в помине не было. Почему-то они все время пытаются нам навязать свое мнение. Мы живем в своей республике. У нас есть и правозащитники, у нас есть и общественные деятели, которые занимаются своей работой.
О том, как собирают информацию для своих докладов родители за права человека, наглядно продемонстрировал Илья Яшин во время своей сенсационной поездки в Чечню, которая, как выяснилось потом, длилась не более получаса. Какие цели ставил перед собой Яшин, направляя в Чеченскую республику, и какой результат получил? В интервью оппозиционным СМИ он заявлял, что целью его приезда является сбор негативных материалов для доклада про Рамзана Кадырова. Но даже по соцсетям Яшина видно, чем он занимался в Грозном. Фоточками в Инстаграме, пародийный такбир левой рукой, селфи у плакатов с Рамзаном Кадыровым. Поняв очевидную ничтожность сделанных фотокарточек, впоследствии Яшин подменяет изначальную цель поездки другой. Теперь ее якобы главным итогом становится поиск чеченцев, готовых распространять доклад в республике. Однако нам стало известно, что Яшин провел в чеченской столице ничтожно малое время, не более получаса, ни с кем не встречался. Об этом рассказал Руслан Хашагульгов из Ингушетии, человек, который подвозил Яшина из аэропорта Магаз в Грозный, а потом сразу увез в аэропорт Беслан. Кому и для чего нужны подобные доклады – вопрос риторический. И в первом, и во втором случае очевиден политический заказ. Если Human Rights Watch уже давно зарекомендовала себя как предвестник беды внутри страны, к которой они начинают проявлять нездоровый интерес, то для Яшина важно держаться на плаву, быть все время на слуху, чтобы не терять финансовую подпитку. И лучшее время для так называемых разоблачительных докладов, конечно же, в преддверии значимых политических событий в стране. Вот эта организация есть что-то дьявольское. Знаете, говорят, что самая большая хитрость дьявола в том, что он смог убедить людей, что его не существует. Вот эта хитрость Human Rights Watch, что она показывает себя очень благотворительной, гуманистической организацией. Отчасти так оно и есть. Но есть вторая сторона, темная сторона. Она проявилась и в Ливии за несколько месяцев до переворота до крови. Она появилась в Ираке, она появилась в Афганистане, она появилась в Йемене за полгода, за год. Там проходили семинары, которые финансировались и проводили Human Rights Watch. Там защищались личности, ими, типа они были правозащитниками, а потом они становились чуть ли не кровавыми диктаторами местных ячеек. То есть все идет по накатанной, по примерам, которые они проводили. Возможность присоединиться к потоку негативной информации, конечно же, не упустила и Елена Милашина. Однажды горе-журналисту уже удалось прославиться скандальным материалом, где она врывается в личную жизнь молодоженов и обманным путем пытается представить себя защитницей прав ущемленной невесты. И сейчас очередной пиар-ход. Отсутствие горячих историй, а может и просто непрофессионализм, толкают ее на громкие заявления. На этот раз Милашина в компании с псевдозащитниками появилась в эфире «Радио Свобода» и заявила, что в Чечне невозможна полноценная предвыборная деятельность всех политических сил. Однако в избиркоме республики подобные заявления вызывают только удивление. У нас в Чеченской республике на выборах участвует много кандидатов политических партий. Все они на равных условиях имеют доступ к государственным телерадиокомпаниям, также государственным периодическим печатным изданиям. То есть им всем представлено равное право вести свою агитационную деятельность. Все кандидаты, как мы замечаем на улицах, везде ведут свою агитационную деятельность, развешенные баннеры с призывами голосовать за того или иного кандидата, за ту или иную политическую партию. Чеченская республика открыта для выборов, для честных демократических выборов. И никаких рычагов давления ни с органов исполнительной власти, законодательной, судебной власти не ощущается. Избирательная комиссия республики тоже работает в своем обычном режиме. Подготовка к большим выборам, как и по всей стране, идет полным ходом. Сомневаться в прозрачности предстоящего голосования в Чечне не приходится. Для этого и существуют наблюдатели онлайн-трансляции и представители партий или кандидатов, которые также будут следить за ходом голосования на избирательных участках. Но политический заказ не предполагает никакой объективности. Если я не ошибаюсь, в 2010 году Сорос выделил $100 миллионов на ближайшие несколько лет для этой организации. Это человек, который стоит у истоков финансирования, скажем, разрушительных процессов на Ближнем Востоке, разрушительных политтехнологий в странах Карибского бассейна. Естественно, от него ждать ничего хорошего нам не следует. И то, что они всячески будут стараться подчеркивать, акцентировать внимание на каких-то там, скажем, реальных, нереальных недостатках, это вполне ожидаемо. Естественно, какая цель у этих организаций? Основная стратегическая цель этих организаций – это что? Вернуть нас, наверное, в 90-е годы.
До единого дня голосования остается чуть больше 2 недель. Не стоит сомневаться, что недоброжелатели попытаются использовать это время с максимальной выгодой для себя. Однако вряд ли доклады псевдожурналистов и несостоявшихся правозащитников смогут изменить стремление россиян самим выбрать свое будущее. Хадижат Гугуева, Саид Дахматов и Ясмина Гацаева. Новости. Их работа и опасна, и трудна. По всей стране 93-летие отмечает патрульно-постовая служба России. 13 лет служебный долг по охране общественного порядка выполняет и чеченское управление. На них лежит огромная ответственность за сохранение спокойствия граждан. Как они справляются с возложенными на них обязательствами и как они встретили свой главный праздник, расскажет Луиза Андеева. Что такое охрана общественного порядка, в этом подразделении знает даже служебная собака. Инструкции для выезжающих на посты одинаковые, но главное – следовать уставу. Сегодня на утреннем построении звучат не только команды, но и поздравления от командира. День патрульно-постовой службы МВД России. Праздник праздник страны. Праздник ودائما ألر وغالي شو عبول بشدو غالي شو عدون وشو هاي وقتوريش بو عيش بو وين حلقة يوزدش دون ونيخ مرش وعالشر نيخ بكوي عالشر يو أقام ده حس أربع قنبل نيخ ناخن دون مرش وخليت ناخ مرش باخيت الدون دو حر إيش دون وفرق دوخش دون دبولين بو نيخ سندي وي مرش وعالشر دو. Сотрудники патрульно-постовой службы должны иметь необходимую профессиональную подготовку, быть дисциплинированными и бдительными. При выполнении служебных обязанностей действовать решительно, смело и настойчиво. Обладать высокими моральными качествами, стойко переносить все трудности, связанные со службой. Не щадить своих сил, а если потребуется и самой жизни, для выполнения служебного долга. В обращении с окружающими сотрудники полиции обязаны быть внимательными, тактичными и вежливыми. Их действия должны быть законными и понятными гражданам. К числу главных задач ППС относится обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта, парках, скверах и других общественных местах, обеспечение безопасности личности, предупреждение, пресечение преступлений и административных правонарушений на постах и маршрутах патрулирования. На вооружении полка самая современная техника и качественная система оповещения. Приобретение новых УАЗ «Патриот» намного облегчило несение службы сотрудниками. Транспорт оснащен системой кондиционирования. Также в автомобиле есть специальный отсек для 4 задержанных в антивандальном исполнении с жесткими сиденьями и скобами для наручников. Помимо специализированных машин ППС, в вооружении полка имеется еще и бронированная техника, которая предназначена для безопасного передвижения сотрудников ППС в случае осложнения какой-нибудь ситуации в городе. День собственного праздника бойцы полка встречают во всеоружии и наготове. Днем и ночью, в жару и стужу, они стоят на охране общественного порядка. За последние 13 лет число погибших при исполнении служебного долга составило 56 человек, ранено свыше 100. За мужество и героизм многие награждены ведомственными орденами и медалями. Для горожан и приезжих гостей сотрудник патрульно-постовой службы – это и полицейский, и путеводитель, а иногда и врач, который умеет оказывать первую медицинскую помощь. Но главная их задача – сохранить мир и стабильность, которые достались нам нелегкой ценой. Луиза Андеева, Муслим Типаев. Новости. В летний период в детских больницах все чаще можно встретить ребят, получившие тяжелые травмы при падении из окон на многоэтажек. Согласно статистике, по всей стране ежегодно от этого погибает около 600 детей. В Чеченской республике с начала года из окон выпали 7, 2 из которых погибли. Что становится поводом несчастных случаев и как обезопасить домочадцев, расскажет Седа Сапарова. Сацита Тупилагова показывает фотографии почти 15-летней давности, на которых изображен ее младший сын Тамерлан. Когда мальчику было чуть больше 1,5 лет, он выпал из окна 3-го этажа. Женщина вспоминает, в квартире тогда находились 9 человек, и ни один не заметил, как ребенок забрался на подоконник. К удивлению врачей, малыш отделался лишь черепно-мозговой травмой. Кто-то стучится в дверь. Дверь открыла, и этот мальчик, Рустам его зовут. Этот ваш мальчик принес на руках, тогда мы только узнали, что он упал у нас. Врачи долго не решались оперировать его. После консилиума сразу зашли в палату, сказали быстро в операционную его. Прооперировали. Нормально, операция прошла.
На реабилитацию ушло несколько месяцев, а напоминанием о той трагедии служит лишь небольшая впадина на голове. Сегодня Тамерлану уже 16. Он студент технического колледжа. Про таких, как он, говорят, родился в рубашке. Ту трагическую историю в этом доме вспоминать не любят. Слишком тяжело, даже спустя столько лет. Однако случай Тамерлана скорее исключение, чем правило. Чаще всего в случае выпадения из окна ребенок, если ему удается выжить, получает многочисленные переломы и на всю жизнь остается инвалидом. Чаще всего бывают тяжелые сочетанные травмы, начиная с черепно-мозговой травмы, переломом трубчатых костей и ушибом, разрывом внутренних органов. А как долго длится реабилитация? Реабилитация зависит, срок реабилитации зависит от тяжести принесенной травмы. Это от 3 до месяцев и на всю оставшуюся жизнь. Даже бывает случай, что приходится, ребенок остается глубоким инвалидом на всю оставшуюся жизнь. У детей нет такого, скажем так, инстинкта самосохранения. Они не знают, что такое страх. Они не знают, что такое боль, которая получена при результате падения с высоты. Для них все познавательно, для них все интересно. Поэтому предсказать действия ребенка на будущем, на предыдущем, скажем так, ситуации невозможно, нет возможности. По данным региональной прокуратуры, с начала года в республике зафиксировано 7 случаев выпадения детей из окон многоэтажек. 2 малышей погибли. Все пострадавшие дети были в возрасте от 2 до 5 лет. Каждое происшествие, связанное с несчастным случаем с ребенком, является предметом тщательной прокурорской проверки. Выясняются причины и условия произошедшего, дается принципиальная оценка исполнению родителям своих родительских обязанностей. Основные причины трагедии – халатность родителей и противомоскитные сетки на пластиковых окнах. Родителям кажется, что они надежно защищают окна, поэтому они оставляют малышей одних в комнате. Но попробуйте на них опереться. Сама по себе сетка прочная. Порвать ее при желании, конечно, можно, но придется приложить усилие. Однако большую опасность представляют крепления. Они сделаны из тончайшего пластика, поэтому ломаются при малейшем надавливании. Для наглядности проведем эксперимент. Окно на 1-м этаже, москитная сетка и 5-летний Аслан. Стоило мальчику надавить посильнее, как сетка сразу вылетела. Посмотрите еще раз. Поэтому оставлять окна открытыми нельзя, даже если вам кажется, что оставите малыша одного в комнате всего на несколько минут. Мы подсчитали, сколько в среднем необходимо 5-летнему ребенку, чтобы взобраться на подоконник и оказаться у открытого окна. Получилось меньше 30 секунд. Трагедии можно избежать, если заранее продумать систему защиты, уверены специалисты. Вариантов несколько. Например, замки с ключом помогут зафиксировать раму в вертикальном положении. Дополнительный ограничитель не позволит открыть окно более чем на 10 сантиметров. Наконец, можно установить железную решетку. Стоят защитные механизмы недорого, но, как говорят представители компаний, большой популярностью они не пользуются. Но самое главное, ни на минуту не оставляйте ребенка одного, ведь никакие предупреждения не заменят внимания и бдительности взрослых. Сюда Сапарова, Адам Чекуев и Дани Хавхаров. Новости. В парке национальной культуры имени первого президента состоялся вечер нашидов. Религиозные песни исполнял известный в республике творческий коллектив «Фан-Нур». Здесь же молодежь могла принять участие в спортивных состязаниях. На праздник прибыли и официальные лица. Как завершился культурный вечер, расскажет Магомед Ламаркаев. Нашиды, как направление исламской культуры, во все времена способствовали духовному просвещению молодежи. Именно в них воспевается вера и служение на пути Аллаха. Вечер религиозных песнопений в парке национальной культуры имени Ахмата Хаджи Кадырова по задумке организаторов должен способствовать правильному воспитанию подрастающего поколения. بيغمر يسوع عليه الصلاة والسلام نشيد شوش دقي ديديش سمو دولش عشتوه الحمد لله باغ يزوي
Поскольку в местах массового скопления люди отдыхают семьями, решение о проведении здесь культурного мероприятия было принято после встречи руководства столицы с представителями общественных организаций. Для собравшихся в парке национальной культуры выступает молодой, но уже достаточно известный коллектив «Ан-Нур». По соседству с пением нашидов проходят и спортивные состязания. Молодые парни могли помериться силами в поднятии тяжести и армрестлинге. Организаторы уверены, что благодаря приобщению к здоровому образу жизни удастся уберечь подрастающее поколение от влияния экстремизма. خزم درك مصير سمو قد عليه خز تيجي ناقش وارد قوشة كتير شايك سمو قد عليه تعيش طباخش بوق دام ولا نشيد شلقرتا إيش مصير سمو قد عليه خز قوس مش برتي عقل لشاء. Здесь же горожане и гости из столицы смогут также послушать проповеди алимов и задать интересующие вопросы. Пользуясь случаем, организаторы призвали жителей проголосовать в единый день выборов 18 сентября. الدينسة تانا جنا ما شريها قنوختي جواها شغلها لقى سووا كان ويبرجي وردو لقى ويا ما رئيس مملكي وردو أجر على وي ساعدوا يخا ويبرج كحكاني يخا ويبرج كذا أنا داخل حقه В парках и скверах Грозного мероприятия такого рода будут проходить регулярно. Ну а в этот раз отличившихся в различных конкурсах наградили грамотами. Встреча завершилась коллективной фотографией на память. Магомед Ламаркаев, Муслим Типаев и Луиза Юнусова. Новости. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и хороших новостей.